Доброе утро, дорогие друзья! С вами самая утренняя программа, и я Вероника Тамтосова. Итак, пока вы спали, в воскресенье в столице Крыма был побит абсолютный рекорд тепла за более чем столетие. Столбики термометров в Симферополе показали плюс 24 градуса, что стало самой высокой температурой для этого дня за последние 102 года. Что, уже все хотели оказаться там? В это же время сборная России по шахматам вновь доказала свое лидерство, завоевав золотые медали командного чемпионата мира среди женщин. Эта победа стала для российской команды уже третьей в истории. До этого они побеждали в 2017 и 2021 годах. И, наконец, в Якутске стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии», открыв сезон зимних развлечений и культурных событий для всех любителей самого холодного времени года. Праздник является одним из ключевых мероприятий событийного туризма в России и с каждым годом собирает все больше гостей. В этом году в программе фестиваля, который продлится до 1 декабря, более 40 культурных спортивных мероприятий для детей и взрослых. В их числе Международный фестиваль ледовых и снежных скульптур, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии», бриллиантовая неделя Якутии, фестиваль «Строганина-2025» и многие другие. Одним из главных событий станет зажжение 1 декабря первой новогодней елки России. И сегодня в эфире, кстати, мы чуть позже поговорим с гостем из Поднебесной, с которым обсудим именно ледовый фестиваль, потому что на него он приехал. Вот, так что не пропустите. И о погоде. У нас, конечно, не так тепло, как в Симферополе, но тоже неплохо. В центральных районах сегодня 32-39 ниже 0, в Заречной группе минус 32, минус 39. В южных 17-24 градуса холода. В Вилюйской группе 30-35 со знаком минус, в Нижнеленских минус 37, минус 39 градусов. В западных минус 19, минус 31. В Колымо-Индигирской группе Улусов 25-38 ниже 0. В Янских 27-40 градусов мороза, на северо-западе минус 29, минус 32 градуса. В Якутске температура в 6 часов утра составила 34 градуса мороза, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 1 метр в секунду. Сегодня днем слабый снег, утром местами туман, ветер северо-восточный 1,5 метров в секунду. Но температура в столице составит минус 31, минус 33 градуса. Но вот ночной пейзаж Новосибирской области украшает необычная картина. Огромные теплицы, освещенные таинственным золотым сиянием. Эти стеклянные сооружения общей площадью более 38 гектаров представляют собой крупный агрокомплекс. В нем выращивают разнообразные сорта огурцов, зелени и роз. Ежегодно комплекс производит свыше 32 тысяч тонн продукции и обеспечивает работой более 1000 человек. Ну, вообще, зарево, конечно, теплицы – это что-то удивительное. Кстати, у нас тоже они выглядят весьма внушительно, правда, не такого объема. Но сам вот этот золотой свет, вечернее время на фоне снега, ну, напоминает, не знаю, какой-то инопланетный корабль как минимум. Ну, для кого как, но выглядит, правда, очень красиво и очень, ну, аналог можно посмотреть, в общем, у нас, если есть большое желание. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Доброе утро, коллеги, телезрители. Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. Учебный процесс в школах и детских садах Якутска будет организован по новым санитарным правилам. Новый порядок будет действовать до особого распоряжения. Так, продолжительность всех уроков составит не более 35 минут. Для каждой ступени обучения, начальной, средней и старшей, будет закреплен отдельный вход в здание. Также в школах ведут специальный график проветривания по этажам. Во всех помещениях усилят дезинфекционный режим. Рекомендовано частое проветривание и проведение влажной уборки, использование масок, перчаток и антисептиков для рук.
В Госдуме сообщили о повышении ряда пособий после увеличения МРОТ. Часть пособий и выплаты будут перерасчитаны в сторону увеличения с начала 2026 года. Госдума 20 ноября в рамках бюджетного пакета приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января с 22 тысяч рублей до 27 тысяч рублей в месяц. Исходя из повышения, должны быть пересчитаны пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком, выплаты по больничным и алиментам и другие виды пособий. Все выплаты будут проиндексированы автоматически. Восточно-сибирская транспортная прокуратура провела проверку доступности транспортных услуг в северных регионах страны. В ходе проверки выяснилось, что с сентября текущего года в Якутии приостановлены субсидируемые авиаперевозки в 23 социально значимых маршрутах из-за исчерпания бюджетных лимитов. Недостаточное финансирование и задержки в оплате услуг авиакомпании «Полярной авиалинии» привели к прекращению межмуниципального авиасообщения, что вызвало серьезные трудности для жителей. На сегодняшний день задолженность перед авиаперевозчиком превышает 400 миллионов рублей. Прокуратура продолжит мониторинг, чтобы обеспечить своевременное выделение бюджетных средств и стабильность работы авиаперевозок. При минус 28 градусов моржи Якутска окунулись в ледяную воду и проплыли порядка 10 метров. Прорубь на городском пляже стала ареной для экстремального заплыва, собрав 10 любителей зимнего плавания. Экстремальное мероприятие любителей зимнего плавания посвятили фестивалю «Зима начинается с Якутии». Заплыв моржей организовали на территории городского пляжа в Якутске. Для мер безопасности были задействованы спасатели МЧС. Сейчас очень много в социальных сетях информации про закаливание и про, так сказать, положительное влияние на организм человека, именно про моржевание. Пробуждает скрытые резервы организма и лечит определенные воспаления и закаляет организм. Практически у нас в Федерации никто не болеет простудными заболеваниями. Вот так вот. Как председатель нашей федерации говорит, Николай Николаевич Сафроняев, он говорит, с холодом надо дружить. В Якутске прошел турнир по национальным видам спорта, посвященный памяти о спортсмене Алексее Никифорове, чья жизнь трагически оборвалась во время спасения малолетнего ребенка. В играх Ботуров более 90 талантливых спортсменов из разных районов собрались, чтобы не только показать свои навыки, но и почтить память человека, который стал символом мужества и благородства. Команды соревнуются в 7 дисциплинах, среди них масс-рестлинг, вертушка, соревнования по бегу, прыжкам и другим национальным видам спорта. Спортом давно занимаюсь. Национальным многоборьем занимался долгое время. Бегал, прыгал, национальные прыжки, все такое. Масс-рестлингом тоже долго занимался. Призовые места в республиканских турнирах тоже занимал. Во-первых, наверное, это праздник дружбы, да? Новые знакомства, новые впечатления. Но у нас команда, можно сказать, которая почти всегда участвует, да? У нас стабильно. Почти лица не меняются, так остаются ребята. Ну а прямо сейчас расскажем, чем важен и интересен сегодняшний понедельник, какие даты и события. На календаре 24 ноября. Сегодня день моржа в России. По народному календарю Федор студит, Федор мороз. Федор студит, землю студит, говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: со студита стужа, что не день, то хуже. Этот день мудрые люди советовали провести дома, поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели до самого видения. Этот день в истории. 1817. В Санкт-Петербурге состоялась дуэль между графом Заводовским и офицером Шереметьевым. 1859. В продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов». 1927. Состоялось открытие Московского государственного театра оперетты. 1974. Найден австралопитек Люси. 2002. Школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров. В этот день родились Александр Суворов, русский полководец, генералиссимус.
Николай Камов, советский авиаконструктор, создатель вертолетов К. Виктор Тихонов, советский хоккеист, хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион. Александр Масляков, советский российский телеведущий, руководитель и ведущий КВН. Фредди Меркьюри, британский певец, музыкант, автор песен, вокалист рок-группы Queen. Именины сегодня отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Тимофей и Федор. Говоря о значимых событиях, нельзя не упомянуть одно из ключевых для цифрового будущего всего Дальнего Востока – Федеральный форум «Цифровой алмаз», который пройдет в этом году уже в 4-й раз. Давайте посмотрим анонс этого события. С 27 по 29 ноября Якутск вновь станет центром цифровой трансформации на 4-м федеральном форуме «Цифровой алмаз-2025». Главная тема форума – связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Лидеры российского IT, бизнеса и науки обсудят инновации, формирующие безопасное цифровое будущее России. Инновации и безопасность – приоритеты цифровой эпохи. Мы, конечно, не могли подробнее не узнать об этом исключительном событии. О форуме нам расскажет Петр Васильевич Николаев, министр инноваций, цифрового развития и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Доброе утро. Ну, это само название уже удивительно, да? То есть цифровой алмаз – это что-то такое наше, родное, близкое, но уже в современной действительности. Какие основные цели и ключевые задачи ставит перед собой этот форум? Основная цель форума – это, конечно же, общение с экспертами разного уровня, федерального уровня. Цель – это же, конечно же, выработка различных решений, проектов, да? То есть мы приглашаем наших коллег, да, партнеров, чтобы подумать, как же можно дальше развивать республику в точке зрения развития телекоммуникации, то есть связи, да, и информационных технологий. Какие решения планируется предоставить по итогам работы форума? То есть в каких областях? Мы уже подумали о том, что у нас достаточно современная республика, то есть интернет раскинут по всей ее площади, несмотря на наши размеры. Да? Вот что еще нас ждет в будущем? Основная тематика форума – это связь, развитие связей. Мы понимаем и делаем для себя ставку, что для наших жителей связь и телекоммуникации в республике должны развиваться. У нас территория большая. Тем более Арктика у нас не покрыта, так скажем, наземными каналами связи. Да? Мы ожидаем приезд больших гостей, федерального министра связи и массовых коммуникаций, это Максут Игоревич Шадаева, заместителя министра Минпромторга, это Василий Викторович Шпака, который занимается развитием беспилотной авиации. Да? Вот, то есть мы хотим, чтобы в рамках этого форума у нас будет торжественный запуск нашего большого масштабного проекта «Синергия Арктики», который даст старт строительству волоконно-оптических линий связи в нашей Арктике во всех районах. Ожидается ли подписание значимых соглашений в ходе форума? Да, будет у нас более 15 соглашений. Наиболее крупные, так скажем, соглашения — это с Объединенной авиастроительной компанией, научно-исследовательская компания, это в области беспилотной авиации. Также мы будем подписывать соглашения с сотовыми компаниями, то есть, да, с ключевыми подразделениями, да, по развитию сотовой связи вдоль автомобильных дорог, имеется в виду ФАДа, да, федеральные автомобильные дороги, региональные автомобильные дороги. Также по линии информационной безопасности будет у нас несколько соглашений. Понимаем, что информационная безопасность для наших граждан — это важная сейчас история, да, очень много кибермошенничества, да, у нас подвергается наше население, поэтому мы акцентируем тоже в этом внимание. Ну, вы сказали про оптоволокно, да, а вообще как федеральный форум «Цифровой алмаз» способствует развитию цифровой инфраструктуры на всем Дальнем Востоке, ну вот и Арктике? Вообще проект «Синергия Арктики», он родился не вчера, это было в 2022 году тоже на цифровом алмазе. То есть когда вот мы только начинали обсуждать эту историю, да, вот, договариваться с нашими коллегами, партнерами, с федеральным центром, да, что такой проект нужно делать. И, конечно же, это большая работа, и вот она переходит, так скажем, в фазу реализации. И с созданием, так скажем, развитием проекта «Синергия Арктики» будет подключено 61 населенный пункт. Конечно же,
С точки зрения развития Дальнего Востока, Арктики, мы считаем, что это ключевая история, вот, да, вот, может быть, исторический проект на десятилетие вот, развития связи. То есть это объединит несколько регионов, это Чукотку, Магадан. То есть с точки зрения безопасности, ну, Арктики в том числе, да, мы считаем, ну, это нужная, необходимая работа. Вот сейчас везде говорят о том, что популяризация профессии в области IT-технологий, да, их очень много, они разнообразны. Какие возможности представит форум для молодежи и специалистов IT? У нас будет отдельный молодежный день, это 29 ноября. Будет он проходить в креативном кластере. Это не развлекательная история, так скажем, это тоже будет работа, общение с экспертами, то есть обсуждение развития технологического предпринимательства для молодежи, да, тоже и киноиндустрии, также работа, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности, как же можно дальше привлекать молодежь. Это тоже будет обсуждаться с нашими федеральными гостями, то есть какие меры можно будет поддержки применять, да, по развитию IT-отрасли, киноиндустрии, разработки игр в том числе. Да, то есть молодежь сегодня очень интересуется этим направлением. Вот какие известные эксперты и спикеры примут участие в форуме, в том числе вот по IT-технологиям? Да, помимо того, что я сказал, будут федеральные наши гости, да, вот, федеральные министры, замминистры, будут и с отрасли связи. Наши партнеры — это ВГУП «Космическая связь», руководитель, да, Волин, бюро 1440, это крупнейшая компания, занимающаяся созданием низкоорбитальных связей, так сказать, низкоорбитальных спутников. Также в области защиты информации у нас тоже будут гости, перспективный мониторинг, к примеру. И, конечно же, наши ключевые бриллиантовые, так скажем, партнеры форума. Это компания Сбербанк, достаточно большая команда приезжает. Мы с ними будем обсуждать вопросы развития искусственного интеллекта. Ну, напомню, может, нашим зрителям, что Якутия на прошлой неделе получила, так скажем, премию. Один из лидеров регионов по развитию искусственного интеллекта. То есть у нас он тоже развивается достаточно, так скажем, сильно, активно, да, при поддержке главы республики Арсения Сергеевича Николая. Вот, и как бы я сказал, что они партнеры наши, и наш форум, он организован, так скажем, не за бюджетные средства, полностью это привлеченные внебюджетные источники, да, то есть ни одного государственного рубля не было потрачено. Это тоже для нас определенное, так скажем, условие каждого цифрового, ну, нашего форума, цифрового алмаза ежегодно получается. Вот упомянули о искусственном интеллекте. В какой области планируется дальнейшее развитие? То есть он же очень распространен, то есть как помощи в обыденной жизни, так и уже высокие технологии. Вот на данный момент республика в каком направлении развивается больше? Ну, мы, конечно же, у нас всегда ключевая задача — это улучшение качества жизни наших жителей, да. Мы в различных отраслях его используем, да, это, конечно же, безопасность, это имеется в виду мониторинг, допустим, пожароопасной обстановки, да, паводковой ситуации, безопасности личной, так скажем, да, общественной безопасности. Вот, в государственном управлении и, конечно же, в социальном направлении. То есть это по линии, там, допустим, Министерства труда либо здравоохранения. Это вот ключевые направления наши. Ну, то есть все в помощь людям, да, для обеспечения их жизни. И планируются ли какие-то культурные и спортивные мероприятия в рамках форума? Да, у нас будут отдельные мероприятия дополнительные. Это будет экстремальный забег. Это он тоже становится доброй традицией. То есть в 30, минус 40 наших гостей из Москвы, из других регионов хотим показать, чтобы они ощутили, так скажем, наши условия проживания и так далее. Вот, да. Будут спортивные мероприятия, будет волейбол проводиться, ну и различные тоже будут мероприятия. Ну, то есть достаточно активно и интересно. А какие ваши личные ожидания и прогнозы относительно результатов цифрового алмаза? То есть вот в прошлом году были намечены планы, они уже реализуются, да, активно. А вот в этом какие планы будут построены и какой ждем реализации к следующему году? Да, вот, ну это запуск новых стратегических проектов по развитию. То есть мы не останавливаемся, да, то есть каждый форум у нас приносит какую-то пользу. Это конкретный проект. В этом году я вот сказал, что мы синергию Арктики запустим. В следующем году мы продолжим эту историю в других направлениях, тоже в телекоммуникации. То есть связь, она бывает разная. То есть проводная, сотовая, там, спутниковая и так далее. То есть другие проекты мы выработаем и, конечно же, мы запустим. Ну, мое ожидание, это, конечно же, чтобы мы нашли новых партнеров, новых друзей
да, которые нам помогали бы развивать нашу республику. Да, то есть мы наращиваем свои связи, коммуникации, экспертизу нашего поднимаем, да, то есть что у нас была, чтобы везде у нас были друзья, везде у нас была помощь и поддержка, так скажем, да, где мы вместе могли бы реализовать различные проекты. Ну, не только в связи, конечно же, это развитие искусственного интеллекта, развитие беспилотной авиации, да, развитие информационной безопасности, ну и, конечно же, инновационная экосистема. Как сейчас можно оценить цифровизацию в Якутии, ее уровень на данный момент? То есть со связью у нас достаточно неплохо, да, ну, по сравнению с другими регионами, по плотности покрытия, а вот в остальных отраслях? Да, достаточно высокий у нас уровень цифровизации идет, хотя учитывая, что у нас такая большая республика, есть все-таки вопросы по связи, которые мы сейчас вот решаем. Я не сказал то, что не везде есть наземные каналы связи. Это очень ключевая такая история, да, инфраструктурная часть. Но в целом по применению различных цифровых сервисов и госуслуг, к примеру, тоже был недавно форум «Цифровые решения». Анатолий Склонович Семенов, зампред правительства, который курирует цифровизацию и инновационное развитие, ездил туда, да, представлял республику, и республика была отмечена премией, так скажем, да, почетной грамотой Максута Игоревича Шадаева, министра цифры, в развитии сервисов и государственных услуг. То есть у нас цифровизация достаточно глубоко заходит сейчас. Конечно, есть моменты, есть отдельные участки, где надо нам дорабатывать, да, докручивать, так скажем. Но в целом у нас цифровизация достаточно на хорошем уровне. Я думаю, что все это ощущают, и здорово, что население само активно принимает участие. Желаем вам успешного цифрового алмаза, чтобы его результаты были еще более масштабны, чем в прошлом году. Ну и, конечно, ждем с новостями по реализации проектов. Спасибо. Цифровой мир уже стал обыденностью. К примеру, банковские карты стали просто жизненно необходимым платежным инструментом. Мы привыкли переводить деньги родственникам, друзьям, оплачивать покупки и даже дарить деньги именинникам, что называется в один клик. Но иногда клиент банка получает сообщение: операция отклонена или ваша карта заблокирована. Кого и в каких случаях может ожидать такой неприятный сюрприз и как этого избежать, рассказываем в очередном выпуске рубрики «Финграмотность». Если банк заподозрил мошенничество, то он вправе приостановить использование банковской карты. В том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. При этом банк обязан это сделать, если в базу данных Банка России поступила информация от МВД. Это значит, что правоохранительные органы уже занимаются расследованием факта мошенничества. Предотвращая мошеннические операции, банки также приостанавливают переводы. Например, если человек попытается перевести деньги на счет дроппера из базы регулятора. В этом случае банк должен предупредить клиента о мошеннической операции и приостановить ее на 2 дня. Ну, даже если клиент будет настаивать на проведении операции в течение этого времени, банк ее не будет проводить. Это так называемый период охлаждения, в течение которого как раз-таки у клиента есть время подумать, оценить происходящую ситуацию, да, и, возможно, посоветоваться с родными и близкими, чтобы в дальнейшем не совершить ошибку, которая может привести к финансовым потерям. Вот. А уже по прошествии данного периода охлаждения 2 дней, если все-таки клиент будет настаивать на проведение операции, то банк, конечно же, ее проведет. Банки обязаны приостанавливать переводы денег не только на счета злоумышленников. Они также обязаны учитывать данные других организаций. Например, информацию от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксирована нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров. Подозрительными также могут стать такие операции, нетипичные клиенту, такие как, например, перевод большой суммы денег какому-нибудь человеку или организации, которую он раньше не переводил. Если же такой перевод все-таки нужно сделать, то клиенту лучше заранее предупредить об этом банк или же сразу же после совершения этой операции. Также могут вызвать подозрения, да, такие нетипичные операции, которые совершаются в необычное время суток, например, ночью, а также в необычном месте. Избежать нежелательной блокировки можно. Заранее предупредите банк, если вы собираетесь делать необычные для вас платежи или переводы. Всем еще раз доброго утра. Кто только что оторвал голову от подушки. Знаю, с утра сил нет ни на что, кроме как нажать на кнопку повтора будильника. Но мы знаем секрет, как зарядиться энергией. Давайте прямо с утра потанцуем.
Руки убираем на пояс. Начинаем с движения головы. Из стороны в сторону то же самое. По кругу. В обратную сторону. Расслабились. Плечи вверх-вниз. Вниз бросаем с особой силой. Прижимаем плечи к полу. Руки складываем на плечи. Вращаем вперед. Интенсивно. Обратно. Отлично. Закончили. Ножки поставили на ширине плеч. Ручки в сторону. Делаем наклоны. По 2 раза в каждую сторону. Ручки обязательно возвращаем в исходное положение. Закончили. Вращаем вокруг себя таз. Разминаем тазобедренные суставы. Поменяли направление. Собрали ноги вместе. Ручки в стороны. Скручиваем бедра вокруг себя с максимальной скоростью, которую можем себе позволить. Одну ножку открываем в сторону. Продолжаем скручиваться. Переходим с одной ноги на другую. Отлично. Ножки на ширине плеч. Ручками в сторону потянулись. Тянемся. Нижнюю часть корпуса оставляем на месте. Колени прямые. Тянемся только за счет грудной клетки в каждую из сторон. Смещаем корпус с стороны в сторону. Собрали ножки. Делаем приседания, подъемы на полупальцы. Вниз, вверх. Отлично. Повращали стопу. Повращали другую. И желаю всем сегодня отличного дня. Отличная зарядка, взбодрились, проснулись. Давайте зададимся интересными вопросами. Что связывает солнечный Дагестан и холодную Якутию? 7000 километров дорог и одна машина. Казалось бы, старенький BMW доказал, что возраст – лишь формальность. О том, чем уникален автомобиль 30-летней выдержки и что надо взять с собой зимой, собираясь на нем в дорогу, расскажут наши мирнинские коллеги. Чтобы доехать до Мирного, эта машина преодолела 7000 километров. Путь от дагестанского Кизляра занял 10 дней. Волгоград, Саратов, Челябинск, Уральские горы и Новосибирск пролетели незаметно. Испытанием стал участок между Ленском и Мирным, но и его BMW 1991 года преодолел. Ведь стареньким его можно назвать только по году выпуска. В машине проделано очень много работ, вложено очень много денег, сил, труда. Заменена вся ходовая часть на BMW той же модели, но более мощной ее версии. Тормозная система также улучшена, установлена от BMW 540 серии. То есть все в рамках закона. А чтобы уверенно чувствовать себя не только перед законом, но и холодной зимой, автомобиль прошел дополнительную подготовку. И это не только замена жидкостей. Двигатель я уже накрыл войлоком, осталось протянуть тент по днищу двигателя. Конечно, собран комплект снаряжения: гайковерт для быстрой замены колес, компрессор, буксировочный трос, аптечка, запас топлива. Чтобы самому не замерзнуть, нужно взять валенки, теплую одежду, перчатки
И у меня еще есть плед в машине. На зимней дороге любая мелочь может оказаться спасением. Магарам работает в МЧС и чего только не видел. Бывает очень много случаев, не выдерживает проводка от нагрузки, перегревается и загораются машины. Поэтому огнетушитель. И это набор минимум. К дальней поездке по зимней трассе, где помощь может прийти не сразу, готовиться надо еще тщательнее. Но это отдельная история. Максим Сороченко, Сергей Коротких, медиакомпания «Алмазный край». Да, интересный автомобиль. Ну, а теперь о важном. Итак, тревожное известие, письмо о сокращении. К сожалению, от этого не застрахован никто. Что делать, если вас коснулась эта ситуация? Не паниковать. Первое, главное – вооружиться знаниями. Какие шаги нужно предпринять, на что вы имеете полное право, а какие требования незаконны. Смотрите далее советы юриста, которые помогут защитить ваши интересы. Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о сокращении численности или штата работников. В чем же разница? Сокращение штата – это исключение должности из штатного расписания, а сокращение численности – это уменьшение количества работников, занимающих одну и ту же должность без ее исключения из штатного расписания. В том и другом случае работника увольняют по инициативе работодателя. В законодательстве не указаны основания для сокращения. Работодатель сам определяет. Например, такими причинами могут быть экономические, организационные, технологические. Кого из работников сократить, этого также не указано в законодательстве, однако есть статья 179 Трудового кодекса Российской Федерации, в котором указано, каких сотрудников предпочтительнее оставить на работе. Это семейные сотрудники, единственные кормильцы, получившие увечья или профзаболевания у этого работодателя. Кроме того, инвалиды боевых действий. Нельзя сокращать беременных женщин, женщин, имеющих детей до 3 лет. Не позднее, чем за 2 месяца необходимо предупредить о предстоящем сокращении согласно уведомлению под подпись. Кроме того, сотрудникам в любом случае предлагаются вакантные должности, которые имеются у данного работодателя на момент сокращения. Если вакансий нету, также об этом необходимо уведомить работника письменно. Кроме того, при сокращении полагаются следующие выплаты. Это зарплата за фактически отработанное время, премия при наличии, компенсация за неиспользованный отпуск и, конечно же, выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Знайте о своих правах. Где по-настоящему начинается зима? Конечно, у нас. Уже сегодня в рамках большого фестиваля «Зима начинается с Якутии» стартует международный конкурс ледовых и снежных скульптур. В столицу холода съехались мастера со всего мира, чтобы превратить глыбы льда и снега в произведение искусства. У нас в гостях Шилей, участник конкурса из Китайской Народной Республики, и помогает нам с переводом Оксана Иванова. Доброе утро. Здравствуйте. Так, как вы узнали о якутском фестивале и что побудило вас принять в нем участие? 关于我们冬季节，你怎么知道呢？然后什么促你来到雅库茨克？ OK， 我在可能是一个很小的故事。2006年，我在哈尔滨参加国际冰雕比赛，我第一次认识了雅库特的艺术家，我第一次知道这里很冷，有不同的文化。我一直很想来这里，但是之前没有机会。在2016年的时候，我第一次受到雅库特政府邀请，来到这里做冰雕。来了之后，我就会更喜欢这里了。所以说，我会一直关注这里的冰雪节，也希望还有更多的机会来到这里。 Я хочу вам рассказать небольшую историю, говорит Шалей. Он впервые узнал о Якутске в 2006 году, когда в Харбине на конкурсе ледовых скульптур познакомился с якутскими мастерами, которые ему рассказали о наших холодах, о Якутии. И с тех пор он очень хотел приехать сюда, но все не было возможности. И вот в 2016 году он впервые здесь оказался. Ему очень понравилось. И с тех пор он часто участвует в конкурсе «Бриллианты Якутии» и хочет надеяться, что еще у него будет возможность приехать сюда. Какие-то климатические особенности Якутии, которые вам запомнились больше всего, и ваше вот тогда первое впечатление, когда вы впервые прибыли сюда? 那你第一次来到雅库茨克，对我们的气候觉得什么？然后你觉得我们的天气对你来说怎么样？我们感觉就雅库茨克的天气非常非常冷，但是雅库茨克的朋友和人非常热情。
Конечно, в Якутске очень холодно, но якутские люди и их гостеприимство нас утепляют. Спасибо большое. Есть ли какие-то особенности в подготовке, получается, вот конкурсы, которые проходят все-таки в условиях реальных холодов? 然后在雅库斯克的比赛，那应该需要什么的特别的准备，就是准备是怎么？我们准备了很厚的衣服，就可以在南极穿的衣服，因为这里很冷。然后我会提前锻炼身体，保证我的身体可以在这里特别冷的天气下工作。Конечно, эта подготовка включала в себя покупку зимней одежды, работы в экстремальных условиях, и я много занималась над своим здоровьем, укреплял иммунитет. Что необычного из инструментов привезли из дома? 那你们有没有准备了什么特别的工具？我们就准备了做冰雕的铲子，还有电动的电锯，并没有特别的工具，和雅库特人和俄罗斯人的工具是差不多的。Никаких таких особенных прям инструментов нет. Все те же инструменты, которыми пользуются якутские и русские мастера. Это лопата, электропила и так далее. Вот если вы принимали участие не только в России, в Якутии, да, в других странах, вот чем отличается подготовка к каждому конкурсу? Может быть, какие-то разные эскизы, может быть, наоборот, приводите национальные мотивы? 参加雅库茨克的比赛，和参加另一个地方的比赛有什么区别？主要的区别就是这里天气很冷，我们的工作效率会更低一些，就会做得更慢一些。Ну, основное отличие, конечно, из-за погоды. Возможно, наша продуктивность не такая высокая, и, возможно, мы должны как-то работать медленнее, говорит. Так, успеете ли вы пробовать якутскую кухню, познакомиться поближе с якутской культурой за эти годы, и что увезли домой? 你应该尝试过雅库茨克的美食，那你最喜欢什么？就是你最喜欢的吃的是哪里？很多很多。много？生的马肝、生的马肉，还有大白鱼，都是我特别喜欢吃的。Мне очень нравится сырая лошадиная конина, да, наша. Жеребятина. Да, жеребятина и строганин очень любит. 还有морс. И морс. Так, и раскройте нам секрет, что будут создавать. 分享一下一个秘密，你们今年的作品关于什么？今天我们的作品会是一个中国传统的神话人物哪吒。Наша в этом году экспозиция называется «Неджа». Это мультипликационный персонаж из Китая, который очень популярен во всем мире. 它代表会对不公平的对待的和强权的抗争。Он нас символизирует борьбу за справедливость. 对，我们想把一个中国传统的人物分享给我们当地的朋友们。Мы хотим поделиться с нашими российскими, якутскими друзьями своими китайскими традициями и нашими персонажами. Ну, а как рождаются вообще идеи вот из года в год? То есть меняются же мотивы, меняются как бы макеты, которые привозят. Вот как выбор был сделан в этом году? То есть... 就是你们每一年设计方案都不一样，那今年你们怎么这个想法怎么你们有了？因为每一年都是不一样。今年呢，我们其实每一年做的并不是中国的传统的文化，我们想把中国的元素、中国的人物带到这里来和大家分享。Но в этом году у нас была задача вот именно поделиться своими китайскими реалиями, китайскими нашими героями со всем миром. Здорово. Насколько вы настроены на победу? 就是你们对这次参加比赛的希望是什么？有什么希望？我们希望拿到大奖。Ну, конечно, мы хотим получить главный приз. Какие бы пожелания своим коллегам, которые тоже будут принимать участие, что самое важное в настрое? 对其他参加者，你们想说什么祝愿？
我们希望所有来这里比赛的艺术家们工作顺利，都可以完成自己最好的作品。Мы желаем всем мастерам показать свои лучшие работы и, конечно, успехов. 然后预祝主办方整个赛事顺利。И, конечно, хочется выразить благодарность всем организаторам этого конкурса за возможность участвовать. Планируют ли дальше, после этого конкурса, у нас же в России, на территории России очень много ледовых конкурсов с учетом погодных условий, отправиться куда-то дальше и привести, ну, может быть, аналог такой работы в другие города России? 你们打算在俄罗斯另一个城市参加这种的比赛吗？暂时还没有计划。Пока об этом еще не думал. Спасибо большое, что пришли. Желаем вам успехов. Обязательно, чтобы все ваши планы по реализации такого проекта, как поделиться своей культурой, воплотились. 你们中国传统的那个角色呢，这个很好。好，谢谢。Спасибо вам большое. 也感谢主办方能邀请我们来到雅库茨克，体验雅库茨克的冬天，让我们有一个非常奇妙的旅行和参加一个非常顶尖的赛事。И спасибо еще раз организаторам за возможность приехать в Якутию, испытать якутский холод, якутские морозы, и за то, что позволили нам, устроили вот такую вот очень интересную программу конкурсную. Спасибо. Ну, ждем тогда на следующий год обязательно. 那我们希望你明年也来这。谢谢。Спасибо за приглашение. Но, дорогие друзья, китайские мотивы появились не только в ледовых конкурсах. Воспитанники детской художественной школы имени Ким города Якутска тоже на себе прочувствовали влияние великого китайского искусства. Недавно организовали выставку, где основными работами школьников стали картины, навеянные пленером в Поднебесной. То есть ребята туда выезжали и вот свои впечатления перенесли на полотна. Воспитанница детской школы искусств Валерия Филиппова, ныне уже студентка ЕХУ, за годы учебы в художественной школе научилась не только тонко чувствовать искусство, но и вполне профессионально разбираться в художественных техниках. А недавняя поездка в Китай и вовсе перевернула творческое сознание будущего художника. Там я вдохновилась множеством китайских работ и нашла в них определенную черту. Это такое графичность, китайское безмятежье, там множество символик. Результатом поездки Валерии и ее одноклассников стала выставка из более чем 150 работ в различных техниках. Картина Валерии «Великая китайская стена» занимает одно из центральных мест выставки. Наверное, прослеживается то, что якуты, они рисуют более досконально, в мелочах, прям там чувствуется плотность и более абстрактивно, что ли. А в Китае там именно графичность, размытость, вот это вот все легкое, нежное. По словам преподавателя Анны Савиной, такие пленеры обогащают детей духовно и творчески. Детям дает большой толчок вдохновения в творчестве, в искусстве, дает возможность познакомиться с архитектурой, также посетить разные интересные музеи. Сейчас, когда современные дети находятся под постоянным влиянием цифровой среды, когда цифровые технологии наступают на живое искусство, для будущих художников особо важны надсмотренность и эмоциональные впечатления. Когда работаем уже руками своими на бумаге, либо на холсте, да, карандашами, красками, то там больше эмоций передается, больше, можно сказать, энергии вкладывается. Атмосфера творчества здесь витает буквально в воздухе. И каждый ребенок, занимающийся в школе, наряду с основами художественного искусства, прокачивает на занятиях свои сильные стороны и осторожно, шаг за шагом, прощупывает свой будущий неповторимый почерк. В детской художественной школе мы распробовали множество техник, включая грантаж, барельеф, живопись. Мне больше всего понравилась техника живописи. Рисунок, в отличие от живописи, это скелет, тень, свет. А живопись — это уже как бы душа, взгляд
и плоть. Возможно, выпускники художественной школы не все станут в будущем художниками, но полученные знания, навык и опыт, старания, вложенные в них учителями, несомненно, понадобятся им во взрослой жизни. Ведь творческий процесс способствует развитию внутреннего голоса и помогает сохранить свободу духа, что важно и вне искусства. Туяра Филиппова, Нюргун Старостин, Якутск. Ну, вообще написание картины, вдохновленной возможностью увидеть своими глазами Поднебесную, это чудесно. То есть кто не был, кто, может быть, не так восприимчив, как наши юные дарования, у вас есть возможность посетить выставку и тоже вдохновиться этими теплыми лучами, этой особенностью культуры. И здорово, что наши дети имеют такую уникальную возможность, как увидеть все своими глазами и расширить свой горизонт, в том числе и творческий. Ну, а прямо сейчас переходим к последним новостям. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях к этому часу. В Минтрудах Якутии сообщили о поступлении средств на поддержку семей с детьми. Начиная с 21 ноября будут перечислены средства получателям по заявкам органов соцзащиты по программам «Семья и дети столетия» взамен земельного участка. Сроки зачисления на лицевые счета до 3 рабочих дней в зависимости от работы банка-получателя. Работа будет продолжена, заявки будут исполняться в порядке очередности по мере дальнейшего поступления дополнительного финансирования. В России предложили создать единую цифровую платформу Гостех и определить правовые основы разработки, развития и эксплуатации информационных систем. Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму 22 ноября. Документ регламентирует полномочия координатора функционирования и развития указанной платформы, права ее участников и операторов сервисов и требования, предъявляемые к инфраструктуре платформы, ее сервисам и операторам, включая порядка взаимодействия сторон. Поясняется, что предлагаемое нормативное регулирование позволит оптимизировать процессы обработки данных. Когда фольклор встретился с изобразительным искусством. В Якутске пройдет выставка «Ожившая песнь Олонхо». Каждый экспонат создан руками народного художника республики Владимира Карамзина. Экспозиция приурочена к 95-летию мастера. Посетители смогут познать всю литературу, палитру творчества якутской графики. Национальный художественный музей собрал в одном зале работы разных периодов. Открытие выставки даст старт декаде героического эпоса Олонхо. Работы представлены его, наверное, золотого периода автора, когда он как раз освоил народную тему. Ну, вообще он близок был всегда к фольклору. Но вот его венец творчества, да, якутский героический эпос Олонхо, он как бы считается таким, наверное, из основных произведений художника. И вот на данной выставке, посвященной героическому эпосу Олонхо, как раз вот эта серия представлена. Также другие серии, но вот именно все вот в этой вот теме, посвященной героическому эпосу Олонхо. Первенство города Якутска по пулевой стрельбе среди юниоров и юниорок прошло в спортивном комплексе «Дахсун». На турнире собрались 64 юных стрелка, 32 пистолетчика и 32 винтовочника, каждый из которых продемонстрировал свои навыки и желание побороться за победу. Ежегодно этот турнир проводится в преддверии Нового года. Для спортсменов он становится не только важной тренировкой перед первенством республики, но и возможностью испытать себя на фоне сильнейших соперников. Это подготовка к чемпионату республики. Здесь город подбирает свою сборную. И по результатам этих соревнований мы составим команду. В прошлом году, например, спартакиада школьников России, команда Республики Саха-Якутия. Впервые в истории республики командам составят место. И в первенствах России мы всегда, в эти 2 года последние участвуем, очень успешно, да.
Власти Якутска отказались от новогоднего салюта, при этом жителям не запрещают запускать фейерверк в специальных определенных для этого местах. Традиционный фейерверк в новогоднюю ночь в Якутске не проводится с 2022 года. Напомню, что в Якутии также отказались от праздничных корпоративов. Такими были новости к этому часу. Всего хорошего и до встречи в эфире. Дорогие друзья, напоминаем, что у нас еще режим особо масочный, да, то есть не забываем, что, к сожалению, вокруг все болеют, поэтому берегите свое здоровье, одевайтесь потеплее. Итак, сегодня в Якутске у нас в 6 часов утра температура 34 градуса ниже 0, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер северо-восточный 1 метр в секунду, днем слабый снег, утром местами туман, ветер северо-восточный 1,5 метров в секунду, температура приемлемая, но уже достаточно прохладно, поэтому одеваемся потеплее. Минус 31, минус 33 градуса. Итак, ну а прямо сейчас предсказания на эту неделю узнаем, да, от звезд, что же они нам предсказывают, заболеем, не заболеем, как будут ладиться дела и вообще что нас ждет в преддверии Нового года. На этой неделе Овнов ждет мощный прорыв в карьере. Старые препятствия наконец уступят дорогу, но для этого потребуется вся ваша целеустремленность. Не разбрасывайтесь, сосредоточьтесь на главной цели. В середине недели возможен эмоциональный разговор с партнером. Выслушайте, а не доказывайте свою правоту. Это сохранит гармонию. Финансы стабильны, но крупные траты лучше отложить. Тельцы. Вас ждет неделя вдохновения и новых горизонтов. Поездки, переговоры или учеба принесут неожиданные плоды. Не бойтесь менять планы, судьба ведет вас в нужном направлении. В личной жизни возможна судьбоносная встреча или глубокое откровение с близким человеком. Главное быть честным с собой и другими. В выходные уделите время отдыху на природе. У близнецов неделя будет связана с общими ресурсами и финансами. Возможны выгодные предложения о сотрудничестве или неожиданная премия. Однако будьте бдительны, не доверяйте сомнительным источникам. В отношениях наступит период глубокого доверия и страсти. Вы сможете решить старые проблемы, если пойдете на компромисс. В выходные вас ждет приятный сюрприз от друзей. На этой неделе у раков партнерство выходит на первый план. Деловые и личные отношения потребуют вашего внимания и дипломатии. Не настаивайте на своем. Совместные решения окажутся вернее. В середине недели возможен творческий подъем. Не упустите момент для реализации смелой идеи. Прислушайтесь к своей интуиции в финансовых вопросах. Она вас не подведет. У львов неделя потребует собранности и дисциплины на работе. Рутина может казаться утомительной, но именно она заложит основу для будущих успехов. Не пренебрегайте помощью коллег. В личной жизни вас ждет период романтики и легкости. Одинокие львы могут встретить интересного человека. В выходные лучшее лекарство, смена обстановки и активный отдых. Девы. Эта неделя – время творчества и самовыражения. Смело беритесь за нестандартные проекты. Ваши идеи оценят по достоинству. В любви будьте готовы к откровенным разговорам, которые укрепят ваш союз. Финансово благоприятное время для старта новых проектов, но избегайте спонтанных покупок. В конце недели возможна небольшая поездка, которая подарит яркие впечатления. На этой неделе у весов главный фокус на доме и семье. Возможно, потребуется решить бытовой вопрос или поддержать близкого человека. На работе не идите на конфликты. Ваше спокойствие является главным козырем. К концу недели придут хорошие новости, связанные с финансами или личными проектами. Скорпионы. Неделя будет насыщена общением, поездками и переговорами. Ваше умение убеждать поможет заключить выгодную сделку или наладить важную связь. В середине недели будьте внимательны к словам. Одно неосторожное высказывание может привести к недопониманию. В личной жизни царит гармония. Используйте это время для романтических свиданий и глубоких бесед. У стрельцов на этой неделе в центре внимания финансы и материальные ценности. Вы сможете увеличить доход, если проявите инициативу. Однако избегайте авантюр и не поддавайтесь на сомнительные аферы. В отношениях наступит период затишья. Насладитесь спокойствием и стабильностью. В выходные вас ждет неожиданное предложение, которое круто изменит планы.
В центре событий на этой неделе Козерог. От вас ждут решений и лидерства, и вы справитесь. Не бойтесь брать на себя ответственность. В личной жизни возможны небольшие трения из-за вашей занятости. Уделите немного времени близким, чтобы рассеять их сомнения. Конец недели идеален для планирования и постановки новых амбициозных целей. Водолеи. Эта неделя потребует уединения и анализа. Лучшие идеи придут к вам, когда вы останетесь наедине с собой. Не форсируйте события, дайте всему созреть. В середине недели возможна помощь от друга или наставника, которую не стоит отвергать. В любви важно доверие. Не давайте волю ревности и подозрениям. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Рыбы. Неделя принесет активную социальную жизнь. Встречи, новые знакомства и коллективные проекты будут успешными. Не отказывайтесь от приглашений. Вас ждет полезное деловое знакомство или интересная встреча. Финансы потребуют внимательного контроля. Избегайте долгов. В конце недели вы получите моральное удовлетворение от проделанной работы. Напомню, что это только предсказание, то есть все остальное зависит от нас. Как будет настроена на эту неделю, так она и пролетит. Но главное, чтобы она была всегда вместе с нами, потому что вы подарите вам яркое, хорошее утро и море позитива. Итак, завтра нас ждет советы от МФЦ. Нам придет специалист, расскажет о том, какую юридическую помощь можно в многофункциональных центрах получить, а также поговорим с основателем и хореографом ансамбля «Гулун». Да, совсем скоро у них юбилейный концерт, 35 лет это срок, билеты все говорят, уже распроданы. Узнаем, что же там будет интересного и что можем посмотреть в рилсах, если не успели приобрести билеты. Вот такие новости нас ждут завтра. Ну а прямо сейчас напоминаем, что весь день мы всегда рядышком с вами. Для этого у нас есть телеграм-канал. QR-код вы видите на экранах. Переходите, подписывайтесь и будьте в курсе всех последних новостей. До новой встречи завтра утром. Всем хорошего дня!